Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных основным вехам долгого исторического пути осетинского языка. И чтобы увидеть истоки его формирования, нам нужно окунуться в глубины истории человеческой цивилизации. К сожалению, наука пока не имеет точных ответов на важнейшие вопросы, касающиеся происхождения человеческого языка. Во-первых, одни ученые считают, что существовал некий мировой праязык, от которого постепенно произошли все современные языки. Другие же полагают, что независимо друг от друга могли возникнуть несколько таких первичных языков. Нет ясности в проблеме датировки зарождения первого языка, поскольку одни исследователи считают, что это произошло около 2 миллионов лет назад, другие же уверены, что человеческий язык в подлинном смысле этого слова возник менее 100 тысяч лет назад. Более единодушны лингвисты в вопросе о месте зарождения первого человеческого языка, которое произошло там же, где появление человеческого вида, то есть в Центральной Африке. В течение многих тысяч лет первые люди расселялись по самому африканскому континенту, а затем на каком-то историческом этапе, видимо, через Суэцкий перешеек, начали переходить на земли Ближнего Востока. Мы можем это посмотреть на карте. В течение многих тысячелетий первобытные люди осваивали просторы африканского континента. По прошествии некоторого периода, видимо, исчерпав природные ресурсы, или это было связано с причинами климатического характера, они двинулись на северо-восток и через Суэцкий, так как мы его сегодня называем Суэцкий перешеек, соединяющий африканский и азиатский континенты, они вышли на просторы Ближнего Востока. Этот путь открыл человеческому виду доступ к земному шару. Но это было на следующем этапе. Пока же на протяжении нескольких тысяч лет потоки, волны миграций с африканского континента на территорию Ближнего Востока пополняли и пополняли ряды огромного массива человеческого, который формировался на этих землях, где сейчас находятся такие государства, как Израиль, Палестина, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и так далее. Можно сказать, что это был один из самых крупных этногенетических центров человеческой цивилизации. В науке та культурно-языковая общность, которая сформировалась здесь, на территории Ближнего Востока, ее принято называть ностратической. От латинского слова «nostar», то есть «наш». Почему «наш» станет ясно позднее, когда я расскажу о том, какие языки и какие народы произошли впоследствии от этой культурно-языковой общности. Она просуществовала, скорее всего, до 12-11 тысячелетий до нашей эры. Затем, вероятнее всего, по тем же самым причинам, то есть истощение природных ресурсов, превышение критической массы народонаселения, которая скопилась уже к этому периоду в этом регионе, изменение климата, возможно, какие-то войны и иные причины привели к тому, что ностратический народ начал распадаться на отдельные части, которые двинулись в разные стороны от своей ближневосточной прародины. Во-первых, следует отметить, что часть ностратического народа осталась все-таки на месте своей исторической прародины, и сегодня их потомками на Ближнем Востоке, в северо-восточной Африке являются носители семито-хамитских языков, то есть еврейского и арабского. Другая часть ностратического народа двинулась на юго-восток и дошла до полуострова Индостан. И сегодня значительная часть населения Индии является потомками этой части ностратического народа, которых называют
дравидийские народы, а языки, на которых они говорят, называются дравидийскими. Третья группа настратического народа двинулась на северо-восток. Дойдя до Алтая, эта группа разделилась на две части. Одна из которых двинулась дальше на восток, дав начало алтайской языковой семье. Другая сдвинулась ближе на запад, дав рождение уральской языковой семье. Наиболее известные языковые семьи, группы, относящиеся к уральским языкам, это тюркские языки, финно-угорские языки. Однако нас больше интересует та часть настратического народа, которая двинулась на северо-запад. Эта группа, возможно, наиболее многочисленная, придя на территории Юго-Восточной Европы, разделилась на две части. Одна из них обосновалась на территории Закавказья. И те народы, которые мы сегодня называем картвельскими, то есть это грузины, мигрелы, сваны, являются потомками этой части настратического народа. В связи с историей осетинского языка нас интересует еще одна группа, которая выделилась из той части настратического народа на территории Юго-Восточной Европы. В науке народы, берущие начало из этой настратической группы, называются индоевропейскими. Индоевропейцами эти народы, впоследствии получившие название индоевропейские, именуются так совершенно не случайно, потому что на протяжении последующих тысячелетий и веков они расселились на огромном пространстве от Индийского океана до самой западной оконечности Европы, Атлантического. Именно поэтому это языки индоевропейские. На карте указаны только исконные территории расселения индоевропейских народов. В настоящее время индоевропейский мир включает в себя и другие континенты, на которых в течение последних 500-600 лет также распространились индоевропейские языки. Ныне живые языки индоевропейской семьи объединены в несколько групп. Балтийскую группу, литовские и латышские языки, германскую группу, английский, немецкий, голландский, норвежский, шведский и другие языки, индоиранскую, персидский, хинди, урду, дари и другие, кельтскую группу, шотландский, валлийский, ирландский и другие языки. В индоевропейскую семью входит и романская группа. Это итальянский, французский, испанский и другие. Славянская группа, русский, польский, сербский и другие. Еще 3 индоевропейских языка самостоятельно образуют особые группы. Это албанский, армянский и греческий языки. Принадлежность осетинского языка к индоевропейской языковой семье подтверждается на всех уровнях языковой структуры. Наглядно это проявляется, в частности, при сопоставлении основного лексического фонда осетинского языка с другими языками индоевропейского круга. В них сходны, в частности, названия частей тела. Например, голова, осетинская шар, древнеиранская шарах, армянская сар. Глаз, осетинская сашт, цаста, древнеиранская чашман. Рот, осетинская ком, персидская кам, нёба, англосаксонская гома, нёба. Название мозга, осетинская марш, происходящее из незафиксированного письменно мазг, древнеиранская мазга, русская мозг и другие.
Явные черты единого происхождения прослеживаются в названиях космических тел и явлений. Например, звезда осетинская Шталы, Сталу, древнеиранская Стар, хетская Ситар, латинская Стелла, немецкая Штерн, армянская Асти, английская Стар, зима осетинская Жимак, Зумак, древнеиранская Зима, персидская Зимистан, русская Зима, латинская Хемс и другие. Очень близки формы терминов родства. Мать осетинская Мад, Мада, древнеиранская Мата, персидская Мадар, русская Мать, латинская Матер, немецкая Муттер. Брат осетинская Арвад, Арвада, из незафиксированного в письменной форме Врад, аналогично древнеиранскому брата, персидскому Барадар, русскому брат, латинскому братер, немецкому брудер и другим индоевропейским словам. Обозначения пола, возраста, величины, цвета также сохраняют сходство. Новый по-осетински ног, науаг, древнеиранская нава, персидская, памирская, русская, новый, латинская новус, немецкая ноу и так далее. Показательна близость числительных. Два, осетинская дуа, дуа, древнеиранская дува, персидская до, русская два, латинская дуо, французская де и так далее. Важным маркером, показателем единства происхождения осетинского и других индоевропейских языков являются местоимения. Например, местоимение «ты», осетинское «д», «ду», древнеиранское «ту», «твам», персидское «ту», русское «ты», латинское «ту», греческое «то», немецкое «ду» и так далее. Общая индоевропейская основа видна и в формах наиболее употребительных глаголов. Например, глагол «стоять», осетинское «штен», «стун» – «вставать», древнеиранское «ста», русское «стоять», латинское «сто», «старе», немецкое «стейн», «станд» и так далее. В целом, Василием Ивановичем Абаевым из 4000 осетинских словарных основ достаточно надежные индоевропейские соответствия определены более чем для 800. И хотя это составляет всего 20% от общего числа, важно то, что они охватывают важнейшие категории слов – числительные, местоимения, космические термины, термины родства, скотоводческого быта, некоторые анатомические термины и ряд наиболее употребительных глаголов. Таким образом, не вызывает никаких сомнений, что корни осетинского языка лежат в древней индоевропейской почве, существовавшей до IV тысячелетия до нашей эры, когда начался распад индоевропейской семьи на отдельные группы и языки, которые мы только что назвали. Мы позволим другим индоевропейским народам идти дальше по своему историческому пути и сосредоточимся на той их части, в недрах которой в это время выплавлялся осетинский протоэтнос, а именно на индоиранской языковой группе, которую также называют арийской. Это самое крупное объединение в составе индоевропейских языков, которое существовало как единое целое до первой половины II тысячелетия до нашей эры, когда оно разделилось на индийскую или индоарийскую и иранскую группы. Вероятно, первыми из ариев за пределы общей индоевропейской прародины в Юго-Восточной Европе ушли предки индоарийских племен. Отправившись на юго-восток, основная их часть через какое-то время достигла Передней Азии, а затем и полуострова Индостан, где из общеиндоевропейской проформы развились древние индоарийские языки,
в том числе один из древнейших письменно зафиксированных языков – санскрит. Сегодня в индоарийской подгруппе десятки литературных языков, а также большое число бесписьменных языков и диалектов Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланка. При этом индоарийская группа в данном контексте вызывает наш интерес тем, что языки этой группы являются двоюродными братьями осетинского. К родным же относятся языки второй части арийских языков, объединенных в иранскую группу. Их предками были те арии, которые после ухода на юго-восток индоариев оставались еще некоторое время в местах своего многовекового проживания в юго-восточной Европе. Однако в середине второго тысячелетия до нашей эры значительная часть этих европейских ариев также покинула южноевропейские степи и мигрировала в Среднюю Азию. Одна часть прошла до Иранского Нагорья, где создала мощные ираноязычные державы античности – Персию и Мидию. Другая часть захватила огромные территории от Семиречья до Китая и положила начало таким государствам, как Согдиана, Хорезм, Бактрия и другие. Этот ираноязычный массив принято называть сако-массагетским или азиатско-скифским. В то же время еще одна часть ираноязычных племен и в этот период продолжала оставаться в южно-русских степях. И в науке они именуются скифскими или европейско-скифскими. К древним иранским языкам относятся древнеперсидский язык, клинописных надписей царей Ахеменидов, авестийский язык зороастрийской священной поэзии, медийский и скифский языки. В те времена различия между разными иранскими языками были еще очень невелики, поскольку они еще очень недалеко отошли от общеиранского состояния, являясь по существу близкородственными диалектами общеиранского. Однако за 2,5 тысячелетия, отделяющие, например, современный персидский от древнеперсидского и современный осетинский от древнеосетинского, то есть скифского, в каждом из этих языков произошли весьма существенные изменения, выразившиеся в различных преобразованиях общего исходного материала. Например, современное персидское «педар» – отец, «песар» – сын, «пай» – нога, и осетинское «фед» – фида, «ферт» – фурт, «фад» с теми же значениями, что и в персидском языке, на первый взгляд имеют мало общего. Однако современное персидское «педар», «песар», «пай» через длинный ряд промежуточных форм восходит к древнеперсидскому «пита», косвенный падеж «питар», «отец», «путра», «сын», «пада», «фад», «нога», так же, как и современное осетинское «фед», «фида», «фурт», «ферт», «фад» восходят к этим же древнеиранским основам. Каждый из этих древнеиранских языков дал впоследствии свое потомство. И среднеиранский период представлен среднеперсидским, хорезмийским, парфянским, бактрийским, сагдийским, сакским, сарматским и аланским языками. К современным иранским языкам относятся фарси, персидский язык, дари и персидско-таджикские диалекты Афганистана, пашто, пушту, то есть афганский язык, курдский, таджикский, лурские и бахтиярские диалекты, белуджский, татский, талышский, гилянский, мазандеранские диалекты фарса, мунджанский, ормури, парами, ягнопский, а также памирские языки – шугнанский, рушанский, бартангский, рошорский, сарыкольский, язгулямский и ишкашимский. К северо-восточной подгруппе иранских языков и относится осетинский язык. Из других современных иранских языков в эту же подгруппу входит только наиболее близкий к осетинскому ягнопский или новосагдийский язык. Таким образом, сегодня мы поговорили о том,
где лежат истоки осетинского языка, почему его относят к иранской группе индоевропейской семьи языков, и рассмотрели те черты родства, которые осетинский язык проявляет в первом поколении с другими арийскими, то есть иранскими и индоарийскими языками, и во втором колении со славянскими, германскими, романскими, кельтскими и другими индоевропейскими языками. Темой нашей следующей встречи будет история развития скифского, сарматского и аланского языков. Кроме того, у вас есть возможность присылать ваши вопросы, касающиеся как истории осетинского языка, так и его современного состояния, на которые мы постараемся ответить в наших передачах.